Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений района. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом, использовавшим свое служебное положение в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая, занимая должность бухгалтера муниципального казенного учреждения в период времени с мая 2018 по май 2019 года, имея доступ к электронно-цифровой подписи, включала в себя незаконно ведомости о начислении заработной платы и перечисляла эти деньги на свой лицевой счет, тем самым совершая хищение средств на общую сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Причиненный муниципальному казенному учреждению ущерб в настоящее время возмещен в полном объеме. А прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя контрольно-счетной палаты муниципального округа Чурапчинский Улус-район. Он обвиняется в совершении преступления, которое квалифицируется как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана. По версии следствия, обвиняемый, занимая ранее должность заместителя главы района, в июле 2018 года предложил директору коммерческой организации передать ему строительные материалы за содействие в получении им в аренду земельного участка, принадлежащего муниципальному району. При этом соответствующих полномочий по распоряжению земельными участками он не имел. Строительные материалы были отгружены на участке, принадлежащем обвиняемому, из которых он возвел пристрой к своему частному жилому дому. Обвиняемый был назначен председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования Чурапчинский Улус-район в 2019 году до выявления преступления, которое выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха-Якутия. В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью и возместил причиненный ущерб. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором Чурапчинского района в суд для рассмотрения по существу. Житель Нюрбинского района взят под стражу в подозрении в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних дочерей. По данным следствия, 1 января 2020 года у себя дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери. О произошедшем девочка рассказала своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы. В ходе проверки обстоятельств произошедшего следователи выявили еще один эпизод преступной деятельности подозреваемого. 9-летняя сестра потерпевшей сообщила, что в период с июня по октябрь 2019 года аналогичные действия отец совершал и в ее отношении. При этом угрожал физической расправой, если девочке кому-либо что-то расскажут. Злоумышленник незамедлительно был задержан. В январе 2020 года судом удовлетворено ходатайство следственных органов и подозреваемый заключен под стражу. Свою вину в совершении преступлений он не признал. Девочки помещены в реабилитационное учреждение, где им оказывается необходимая психологическая помощь. Расследование продолжается. Более дюжины городов Италии ввели ограничения на движение автомобилей. Тем самым они пытаются ограничить объемы вредных выбросов в атмосферу. Качество воздуха заметно ухудшилось в последние дни на севере страны из-за слишком теплой для этого времени года и безветренной погоды. Подробности расскажет Сергей Берец. Милан и многие другие города на севере Италии окутал густой смог. Содержание вредных веществ в воздухе превышает допустимые нормы. Основным источником загрязнения атмосферы признаны выбросы, производимые двигателями внутреннего сгорания. Безветрие и отсутствие дождей препятствуют естественному очищению. Поэтому итальянские муниципалитеты ограничивают движение автотранспорта. Власти Турина, родины концерна «Фиат», в среду запретили выезжать на дороги автомобилям, выпущенным до 2013 года. То же самое происходит в Ломбардии с центром в Милане и в Тоскане. Ухудшение качества воздуха – мировая проблема, говорит инженер Ренато Грампа. Она усугубляется из-за роста населения в городских районах, особенно здесь, в долине, вокруг Милана. Она окружена горами, и воздух застаивается, когда нет ветра. Выбросы от систем отопления и выхлопы автомобилей создают это облако смога. Индекс качества воздуха в Италии один из самых неблагоприятных в Западной Европе и составляет 170 единиц. Это нездоровый уровень. В Дели, например, дела обстоят куда хуже. Показатель в столице Индии превышает 300.
На этом наш выпуск завершен. О чрезвычайных происшествиях в республике, стране и мире мы расскажем в следующем выпуске новостей.